Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на мужчину. А тема звучит так: вспоминает ли он о вас или уже забыл? Загадайте, пожалуйста, на мужчину, который вам интересен. Представьте его, назовите по имени, если помните. И задайте ему свой вопрос, мысленно либо вслух. Вспоминаешь ли ты меня? Или ты уже меня забыл? И пусть нужная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе! Тут у мужчины сердце разбито, и у вас, кстати, тоже сердце разбито. Два человека с разбитыми сердцами. Он вам сердце разбил, а вы ему сердце разбили. Сначала он вам сердце разбил, а теперь у него тоже сердце разбилось, потому что он понял, что натворил, понял, что сделал. Вспоминает ли он о вас? Конечно, вспоминает. Вы для него самая любимая женщина, единственная и неповторимая. Он думает о вас каждый день, каждый час и каждую минуту своей жизни. И даже когда он спит, вы ему снитесь. Конечно, он вас вспоминает. Он любит вас. Как он может вас забыть? Тем более разбитое сердце, оно ведь болит. И вы, девочки, тоже его вспоминаете, потому что ваше сердечко тоже было разбито. Буквально об него вы разбили свое сердце. Вы, конечно, все разные, но вот мне идет информация, что вы как-то от него отказались. Потому что, видите, вот лиса, вот она, вот лиса, тельце, вот он хвост, лапки, вот они. Он вел себя как лиса, либо какая-то лиса вмешалась в ваши отношения, а мужчина оказался слабеньким в этом смысле, да, на лису на эту повелся. И из-за этого разбилось ваше сердце. Я не хочу причинять вам боль, но вот в причинах расставания либо третья особа виновата. Это может быть любовный треугольник, семейный треугольник, может быть измена, а может быть потому что мужчина сам по себе такой хитрый был, да, пытался вами пользоваться, пытался держать вас на коротком поводку. Обещал многое, но не делал. Вы очень много добра для него сделали. Вы ждали, вы любили, вы терпели, вы всю себя ему отдавали. А он либо обманул, да, либо так себя вел, что и даром не надо, либо с какой-то лисой спутался, да, лисе поверил. И вот такая ситуация произошла. Да, это он вам разбил сердце, вам до сих пор болит. И даже если вы стараетесь об этом не думать, уже живете своей жизнью, переключились на кого-то другого, все равно сердечко до сих пор болит ваше. Потому что вы сильно любили, вы очень надеялись на этого человека, вы старались любой ценой подарить ему счастье. Вы старались с ним строить свою жизнь, даже как-то под него подстраивались, многое терпели, многое прощали, на многое глаза закрывали. Еще почему-то идет, что вы как немножко унижены были им. То есть в какой-то такой позиции он вас держал, вот типа глупая девочка, да, вот что хочу, то и верчу, а она типа все простит, она все забудет, она все типа съест. И в какой-то момент просто ему указали на порог, да, просто перестали играть в эту игру, вышли из нее. И все, на этом отношения рухнули. Да, сердце у вас разбито. Мужчина долго с этой лисой был, может быть, даже по сей день с этой лисой, но он прозрел на эту лису. Он понял, что либо он сам был слишком хитрый, много обманывал, и поэтому он все потерял. Теперь сидит, как эта старуха у разбитого корыта. Либо та женщина, на которую он повелся, вот она лиса, метку негде ставить. И вот как сильно он ошибся, и сколько он всего наворотил, натворил, и теперь нет ему прощения. И наконец-то, дошло, да, кого я на самом деле любил, с кем мне на самом деле было хорошо. А теперь уже ничего не поправишь, да, ничего не исправишь.
Вот, как-то так мне идет. Ну вот лиса, вот четко, видите, ее лапки, мордочка хитрая, длинный хвост. Это с его стороны, под его разбитым сердцем. А под вашим разбитым сердцем показана птица. Но птица с короткими крыльями. То есть, возможно, вы столько натерпелись, когда были с этим мужчиной, что у вас как подрезаны крылья. Да? Может быть, вы очень долго приходили в себя. Может быть, вы там лечились, да? Может быть, вы психолога посещали, может быть, сами там практиковали. Долго выходили из этого состояния, очень долго, до сих пор еще не оправились, потому что сердечко до сих пор разбитым показано. Ну, что было, то было. Видите, вот между вами сейчас стена, причем стена такая очень высокая, там не пробьешься, хотя мужчина каждый день в эту стену как будто бы головой бьется, разбивая себе голову в кровь. Очень ему хочется все между вами поменять, но он не знает как. Возможно, вы его заблокировали, возможно, вы номер телефона поменяли, может, даже место жительства поменяли. Ну вот он, видите, столкнулся с огромной стеной, которую невозможно никак победить, перелезть, разбить, сломать. И это, конечно, для него беда, это для него горе. Я люблю, но не могу с любимой быть. И опять же понимаю, что я все сделала для того, чтобы любовь, самую любимую женщину в мире потерять. Вот это все моими руками. Либо из моего попустительства это все пошло. Вот страдает, конечно, он страдает. У него еще как-то в последнее время в жизни очень много ухудшений произошло. Вот хотите верьте, хотите нет, но как будто бы, когда вы расстались, как будто бы колесо фортуны в обратную сторону для него закрутилось. Сначала это был медленный круг, потом это стало ускоряться, ускоряться. И теперь, ну буквально, ему везде отворот-поворот, везде закрытые двери, закрытые сердца. Люди на него волком смотрят. И он действительно, вот мне идет все время информация, что он у разбитого корыта. И это корыто он сам себе разбил, понимаете? Вот так мне идет. И он это понимает, ему от этого больно. Еще мне вот идет, что он каких-то мудрых людей посещает. Может быть, это психологи, может быть, это тарологи, гадалки, там, не знаю, маги какие-то, экстрасенсы. У кого-то и так отыграется. И все ему приблизительно одинаково говорят, что типа ты это все сделал, ну, типа, давай разруливай, да, потихоньку решай свои проблемы. Но вот осознание того, что вас он сильно обидел, и вот нет ему прощения. Хотя в душе у него теплится маленькая такая искорка, что вдруг вот, ну, не забыла, вдруг она еще любит, вдруг она меня простит. Это маленькая искорка, и пока эта искорка немножечко блестит, да, этот мужчина, у него есть стимул жить дальше. И вера в будущее. Как только эта искорка потухнет, ну, как бы я не знаю, что с мужчиной будет. Тут даже сложно предположить. Когда человек теряет последнюю надежду, это, конечно, очень тяжело. Это невыносимо. Это разрыв всего и сразу. Полная кромешная тьма. Так, помимо того, что вас нет, помимо того, что очень много проблем и очень много неудач у мужчины, вот эта искорка кое-как его на ногах поддерживает. Я вижу, что он как то ли похудел, то ли наоборот набрал. Он как-то видоизменился. То есть на нем есть след, тень вот этих всех переживаний. У кого-то мужчина действительно начал много есть, да, вот заедает горе, заедает беду. А у кого-то наоборот потерял вкус к жизни. Его ничего не радует, он ничего не хочет и ну прям тает. Вот знаете, как тает на глазах, худеет, короче, плохо. Ему плохо, реально плохо. Люди, которые его знали до и знают сейчас, очень сильно беспокоятся за него. Ну потому что ну, очень изменился. И непонятно, что будет дальше. Стал какой-то он, знаете, замкнутый, затюканный, хочется сказать. Глаза пустые, потухшие у него, глаза пустые. Только лишь когда он думает о вас, либо говорит о вас, у него глаза зажигаются. Если вы общаетесь с какими-то общими знакомыми, да, либо там, ну, мало ли, родственники есть общие, то вам 100% про это говорили, что он очень сильно изменился, очень сильно сдал. Да, вот как в худшую сторону меняется. Вот видно, что он не в себе, ему не по себе. И что ему очень сложно помочь, ну, в принципе, нечем помочь. Да?
Ну вот мне идет, что мужчина думает о каком-то событии, о какой-то дате он думает, вот как будто бы какая-то дата. Может быть, эта дата равнозначная и для вас, и для него, да, какая-то важная дата. Может быть, это день вашего рождения, да, может быть, это день, когда он может там посетить ваш город, либо страну. Так о чем-то думает, день, какой-то день он себе назначил, это день для него как судный день. Как будто бы в этот день у него должна решиться судьба. Я так понимаю, что он хочет именно в этот день как-то к вам подойти. Либо он достоверно знает, что вы где-то будете находиться, и там он может к вам подойти. И еще мне идет, что он вам какой-то очень дорогой подарок готовит. Возможно, этим дорогим подарком он хочет искупить свою вину перед вами. Что это за подарок, не могу сказать, но он очень дорогой. И мужчине очень много денег нужно на этот подарок. А поскольку дела идут не очень, он как бы там, извините, в мыле находится, да, чтобы эти деньги найти, аккумулировать, и чтобы вам этот подарок купить. Опять же, никакой гарантии нет, что вы выслушаете его, что вы примете этот подарок, да. Вот никакой гарантии нет. Не по себе ему. Ну, девочки, время покажет. Понятно, что у каждого будет своя дата. Я не могу сказать, что это за дата, но он в голове какую-то дату содержит. Памятная, важная. И он к ней готовится. Действительно готовится. И вот этими надеждами, мыслями он живет. Что касается вас, да, сердце болит. Но вы ведь все равно им интересуетесь, да? То есть все-таки, возможно, и разбил сердце, но любовь-то, она ведь никуда не делась, извините. Но вот мне кажется так, что любовь никуда не делась. Еще мне вот идет, что он вам тоже снится. Либо снится, либо вы прям ощущаете иногда его присутствие. У вас с ним очень сильная эмпатия. Вы можете ощущать и вспоминать его можете, и вам даже может казаться, что вы его вот где-то видите. Но вот как не отпускает, понимаете, как будто бы вот прилип, как пиявка, не отпускает. Вы много усилий предпринимали для того, чтобы его забыть, но как бы не очень хорошо это у вас получилось. Даже с какими-то другими людьми общались, но как-то не прилипли к вам эти люди. Ну вот не смогли. Те люди были очень рады, да, те мужчины были очень рады и готовы были пойти на все, но вы как бы сказали нет, да, вот не мое, да, я не чувствую ничего к этому человеку, я не хочу, не мое. Ну, ждите этой памятной даты, я думаю, что именно там все и решится. Возможно, вы его увидите, он вас увидит, и, возможно, что-то поменяется. Не буду вам ничего обещать. Но вот вижу вашу встречу. Вы точно встретитесь. По крайней мере, мужчина сделает все для того, чтобы вас увидеть. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.